В республике работает совместная экспедиция археологов. На территории заповедника Хакасский им удалось обнаружить, возможно, еще нетронутое захоронение. Последняя экспедиция здесь проходила полвека назад. О том, что уже удалось обнаружить, в нашем следующем репортаже. Об аглахтинских гробницах стало известно еще в 1902 году. Тогда в могильник случайно провалился пастух на лошади. Через год исследователь Александр Адрианов провел раскопки и обнаружил уникальные образцы древности. Модели оружия, меховые вещи и куклы в человеческий рост, в которых находились останки человека. Естественно, не было никаких реставраторов. Никто не знал, что с этим делать. На несколько десятков лет об этом было забыто, и только в конце 70-х годов прошлого века профессор Леонид Кызласов вернулся сюда с экспедицией. Могильнику не очень повезло. Он сейчас по 13 разным музеям и научным центрам растащен коллекции. Очень сложно работать. Чтобы объединить все то, что удалось узнать, и провести новые раскопки, в Хакасию прибыла совместная экспедиция сотрудников Государственного Эрмитажа, институтов археологии РАН Москвы и Новосибирска, а также Новокузнецкого музея. В прошлом году во время аэрофотосъемки на этом месте были обнаружены два провала. Ученые предположили, что это древние могильники, и не ошиблись. Сегодня археологам помогает современная техника. Этот прибор называется магнитометр. Часть погребений на могильнике, она не видна на поверхности. Этот прибор позволяет найти эти погребения, соответственно, даже не имея на поверхности каких-то следов. Бревна, предположительно лиственницы, упаковывают максимально аккуратно, чтобы обеспечить максимальную сохранность. Кстати, почему они до сих пор не разрушились, тоже очень важный вопрос. У меня в руках фрагмент бересты, которым был обернут сруб, находящийся внутри этого могильника. Сейчас известно, что он относится к таштыкской культуре и датируется 1-3 веком нашей эры. О дальнейших результатах экспедиции станет известно позже, когда все элементы будут тщательно изучены. Если бы мы не раскопали его в этом году, к следующему году оно, возможно, было бы уже разрушено. Будет наверняка глиняная посуда, которая всегда сохраняется. Будет ли деревянная, мы не знаем, мы очень надеемся. Хакасия – это мекка для археологов, но не только. Нередко встречаются и черные копатели, поэтому все раскопки под строгим контролем. В данном случае у нас научная работа, то есть археологи работают по открытому листу в целях науки. Никакого хозяйственного освоения на данном земельном участке не предполагается дальнейшего, то есть только наука. Дальнейшие исследования запланированы совместно с археологами из Великобритании и Греции после того, как разрешится ситуация с пандемией. А пока зарубежные ученые участвуют в раскопках дистанционно.